Друзья, доброго дня! С вами сегодня снова Иванов Ильян. Я сегодня съемку произвожу прямо с соревнований. Сегодня я участвую в соревнованиях. Некоторые стрелки у меня, охотники, спрашивали по чокам, есть ли какая-либо у меня информация, полезны ли они вообще или нет. Ну, могу сказать, ребята, что я не могу сказать, что чоки это плохо или хорошо, но исходя из своего опыта, ребята, на стенде, вот сейчас мы стреляем без компакт, здесь мишени, они, получается, должны залететь в рамки 40-45 метров, и мы должны их поразить. Сейчас вот сразу ребята стреляют, дуплетная стрельба, вот после первого выстрела он поражает вторую непосредственно. И почему именно я рассказал про компакт спортинг, потому что есть такая дисциплина, как большой спортинг. То есть здесь стреляют из 5 номеров 25, а там стреляют 25 на враге, на ручье, на поле, под холмом, на холме. Бросают обручи, стоишь и стреляешь. Там расстояние очень весьма существенное. Вот в таких случаях, да, я видел, ребята, они всегда крутят чоки все время для того, чтобы уменьшить диаметр снопа дроби. Вот, уменьшить диаметр снопа дроби. То есть оно может быть вот такого размера, ну сколько это примерно, метр, да, допустим, или это может быть, допустим, 50 сантиметров на расстоянии, ну скажем, на 50-60 метров. Чоки однозначно дают резкость боя. Если мы экспериментировали как-то раз, ставили доску сосновую, стреляли по ней, и проникновение было гораздо лучше, когда стояли самые такие суженные чоки, их называют full, но я не буду сейчас терминами делиться. Я вообще изначально, как я делаю, ну то есть беру, вот допустим, ну я не предлагаю вам это делать, применять. Вот самые хорошие чоки, например, это на 3 риски, допустим, на охоте. Если вот бывают чоки разные, без рисок, а бывают чоки там с рисками, например. Вот, я беру просто палец, вы, наверное, будете улыбаться, ребята. Я беру этот большой палец, засовываю сюда, ну вот он не влазит. Беру, ну, значит, указательный палец, он влазит, например. Вот так вот я смотрю. Я беру всегда среднее, ребята. Среднее, то есть между большим, средним и маленьким. Тот, который самый суженный чок. Вот, поэтому я предлагаю брать средний, да, чок. С помощью чего вот я вам показал свой колхозный метод. Конечно, есть ребята следующие в этой теме, которые продвигают там цифры, номера, дюймы, вот есть определенные единицы измерения. Ну, как-то по мне проще вот большой, средний и маленький. Средний самый лучший. Что меня спасает сегодня, ребята, больше всего? Если у меня не, ну, чтобы убрать вот таракана, допустим, на охоте, меня спасает, допустим, такая идея, что вот чтобы не заморачиваться чоками, там, крутить на охоте чоки, там, например, допустим, нежели если это в небольшом спортинге, где нужно стрелять на 90 метров, на 70 метров, случайно можно попасть. Ребята, помогают очень хорошо глазомер. Я этому научился, когда ходил на гуся. Мы ставили... На гуся очень тяжело определить расстояние. Он большой сам по себе, и кажется, что он как будто здесь летит. Поэтому мы ставили такие меточки, ну не флажки, а метки, да, такие ориентиры. Вот, допустим, например, 50 метров, они залетают сюда, и мы стреляем, например. Потому что мы начинали стрелять по гусям тогда, когда было 80 метров. Ну, зачем нам подранки? Там один, может быть, упадет, и то как бы этот неправильно. Поэтому всегда мы, вот у нас все-таки уток много, гусей тоже много. Всегда стреляем вот как здесь, на расстоянии 45-50 метров, например. Вот, должен как бы работать глазомер определенно, ну, надо это как бы навык такой приобрести, для того, чтобы можно было, допустим, невелика разница, вот
допустим, вот такого вот, такого диаметра, да, от вот такого диаметра, например, чуть-чуть будет. Ну, невелика разница. Поэтому это первый момент, ребята, это глазомер. И второй момент, это, ну, чуть-чуть навыки нужно увеличить для стрельбы. Поэтому вот было такое короткое видео, ребята. Если было полезно, ставьте лайки. Сейчас будет моя очередь, я стреляю. Вот. Сегодня я выстрелил 23, 24, ну, 21 выстрелил, к сожалению. И здесь надо будет подтянуть. Всего доброго, ребята. До скорой встречи. Увидимся.